День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о темах. В ближайшей перспективе республика может остаться без педагогов. Основной костяк учителей выйдет на пенсию уже через 5 лет. Вопросы кадрового дефицита стали основными на прошедшем августовском совещании работников образования. Братских народов и Дорожный союз. В Нижнебестях прибыли первые контейнеры из Беларуси. Продукты со знаком качества в скором времени появятся на прилавках Якутии. Узнать основы актерского мастерства, спеть со звездой или пообщаться с федеральным министром. Все это было возможно на 4-м международном детском культурном форуме, на котором побывали и якутские школьники. Министр просвещения России Сергей Кравцов обратился к работникам образования Якутии. Запись напутственной речью была показана на сцене главного мероприятия всей отрасли – пленарного заседания участников августовского совещания с главой республики. И именно это событие определит дальнейшую судьбу системы образования не только региона, но и всей страны. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Около 500 участников собрало пленарное заседание с главой Якутии Айсеном Николаевым. Это и представители системы образования, и представители власти, и даже духовенства. Мероприятие является флагманом августовского совещания, ведь всех этих людей объединила одна цель – принять резолюцию, а вместе с ней и обозначить новые задачи. И здесь хочется обратиться к словам министра просвещения России Сергея Кравцова. Внедряя новое и сохраняя традиции. Именно такое напутствие прозвучало для участников заседания. В свою очередь, глава республики озвучил и ряд проблем, которые сегодня укоренились в якутской системе образования. Среди них низкое качество обучения в регионе. Айсен Николаев отметил лишь небольшую положительную динамику в сокращении количества выпускников, не получивших аттестат. Это очень показательный пример того, что позитивные изменения только подчеркивают глубину общих проблем. Очевидно, что успехи вступальников, успехи олимпиадников – это скорее победы отдельных школ, отдельных педагогов и их учеников. Были и другие замечания. Впрочем, задача заседания заключается еще и в том, чтобы отметить победы. Так, в ходе мероприятия государственными наградами были отмечены лучшие специалисты. Среди них учитель биологии Саха-политехнического лицея Галина Зарубина. Профессии педагог отдала целых 44 года жизни, но признательность за свою награду она адресовала ученикам. Это труд всего коллектива, с которым я работаю уже 44 года. Это все мои ученики, потому что без учеников учителя нет, ну и, конечно, родители. Те слова, которые сегодня прозвучали, конечно, они все реализуемые. Конечно, задачи поставлены очень важные, большие, и я думаю, что учительству есть над чем работать. Действительно, резолюция совещания не ставит невыполнимых задач. Это доказывают итоги прошлогоднего мероприятия. Тогда, к примеру, необходимо было увеличить количество обучающихся по профильному образованию. Сегодня планка была достигнута, и даже более. Мы поставили задачу увеличить до 60%, достигли 64%. То есть, иными словами, сейчас наши старшеклассники, дети 10-11 классов нашей республики, они обучаются по профильному обучению в старших классах, ну и по востребованным экономике профессиям. По подсчетам Министерства образования региона, участие в программе совещания в этом году примут порядка 3000 специалистов. Впереди у них около 80 мероприятий. По сути, новый учебный год уже начался, только не для детей, а для учителей и педагогов. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии стартует пилотный проект «Сетевой учитель». Он направлен на решение проблемы нехватки педагогов по физике, химии и биологии для учащихся 7-9 классов. Проект презентовали на пленарном заседании августовского совещания работников образования. Глава республики назвал ключевым направлением развития системы образования использование современных цифровых технологий и сетевых форматов обучения. За последние 5 лет в школы поставлено свыше 11 тысяч единиц цифрового оборудования. Второй год действует учебный центр, где 40 педагогов
педагогов-наставников дистанционно обучали 1400 выпускников. В Якутске 1 сентября намечается открытие крупнейшей в республике школы, которая будет носить имя первого президента Якутии Михаила Николаева. Она будет включена в сеть президентских школ. Подписание соответствующего указа в канун Дня знаний анонсировал Айсен Николаев. Президентские школы были созданы в 1997 году по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева как флагманы образования. Школа носит имя нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. Это для нас большая честь и, конечно же, ответственность. И мы сейчас проводим еще такую большую работу, как сотрудничество и партнерство с учреждениями. Но первым делом это, конечно, Николаев-центр, который находится в Хангаласах. Да? И все это знают, и родители, и дети, которые проходили все собеседования, 930 детей с директором школы, да? Что школа будет патриотического, спортивного, трудового, военного и научного направления. Кроме того, глава Якутии вручил ключи от новых автобусов директорам школ. Свой автопарк пополнили образовательные учреждения Амгинского, Мирнинского, Нюрбинского, Эмиконского и Алданского районов, а также 3 школы города Якутска. Всего им было вручено 13 единиц транспорта. До конца года это количество дойдет до 40. Все автобусы отвечают требованиям безопасности по перевозке детей и учитывают климатические особенности региона. Кроме того, оснащение транспорта позволяет отслеживать его маршруты, скорость передвижения. При поддержке правительства Российской Федерации нам выделено 40 школьных автобусов. Мы в этом году первый этап автобусов вручили 28 апреля. И сегодня в рамках августовского совещания вручили второй этап автобусов. Также Якутск получил в подарок от Сбербанка автомобиль для высадки крупных деревьев с готовой корневой системой и высотой до 5 метров. На торжественной презентации новой машины побывала и наша съемочная группа. Эта крупная техника способна извлекать дерево из грунта вместе с комом земли и транспортировать его к месту высадки. При этом, благодаря так называемым лепесткам-грунтозацепам, корневая система дерева не пострадает. Это будет первый опыт работы подобной техники в условиях вечной мерзлоты. Мы используем подобную технику, используем, правда, в центральной части России, на Алтае, в Крыму. Это будет первый опыт северный. Я думаю, что уверен даже, что все у нас получится. Мы тоже возьмем себе библиотеку решений, данный кейс, и в этом ключе сможем дальше принимать участие в такой экологической повестке по другим регионам. Поэтому Якутия для нас всегда был форпост, и мы тут будем максимально вкладывать свои инвестиции, чтобы помочь жителям стать лучше и, в конце концов, чтобы комфорт в городе был выше. Техника будет эксплуатироваться на базе Якутлесресурса. Она будет задействована при озеленении общественных пространств. Уже в скором времени деревья-крупномеры могут появиться в парке Победы, на территории, прилегающей к арктическому центру, и в других местах столицы. Она на базе китайской техники шасси Ситрак, Оптимал 2000. И мы будем обучать человека здесь, как управлять и как садить. И будем изучать вместе со Сбербанком, да, по изучению, каким образом мы будем садить эти деревья. Она рассчитана где-то на 15 метров дерево, да, на 10-15 метров. Поэтому будем смотреть и будем изучать. Символично, что торжественное вручение ключей состоялось в Зеленый четверг. Ведь озеленение играет важную роль в формировании городского ландшафта и повышении качества жизни горожан в целом. Как вы знаете, проект запущен на территории республики 5 июня, еще в День эколога. И вот в связи с этим мероприятием глава республики и руководство Сбербанка презентуют нам лесопосадочную машину, чтобы садить не маленькие деревья в городе, а сразу крупные. В Якутске реализуется концепция, предусматривающая высадку кустарников и деревьев. Но пока они вырастут, должно пройти не одно десятилетие. Благодаря новой спецтехнике крупные деревья будут радовать жителей и гостей города не в далеком будущем, а уже сегодня. Виктория Готовцева, Нюргун, Старостин, Якутск.
О ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Якутии говорили на совещании с участием первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова. Так, уже к концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию более 137 километров отремонтированных автодорог. Большая часть работ приходится на региональные трассы – 109 километров. Более 15 километров планируется ввести в Якутске. Среди них капитальный ремонт участков улиц Белинского, Севастопольской, Ленской, Сергелякского шоссе и ремонт подъездных путей квартала многодетных семей в селе Хатасы. Помимо этого, работы ведутся в городах Алдан, Нерингри и Мирный, где введут 12 километров обновленной улично-дорожной сети. Главной же повесткой встречи стал вопрос о нехватке финансирования. Хроническое недофинансирование, к сожалению, отрасли. Это связано в целом с региональным бюджетом. Сегодня на штабе об этом и заказчики говорили, и министр говорил также вскользь. Но, несмотря на это, дорожники продолжают работать. И наша обязанность, наша задача справиться. Но отчасти финансовой составляющей, конечно, мы будем работать с Минфином. Ну и постараться ускорить финансовую составляющую в этом хорошем деле. Первые контейнеры из Беларуси прибыли на железнодорожную станцию Нижний Бестях. Это стало важным этапом в развитии транспортно-логистических связей. Контейнеры с фруктовыми соками были отправлены из Беларуси в конце июля по маршруту Калядичи-Столбовая. Маршрут Минск-Столбовая-Нижний Бестях позволит оптимизировать логистику, сократить срок доставки до 20 суток. Ну а сеть продуктовых маркетов «Туймарт» занимается не только розничной торговлей, но и оптовой деятельностью. Перед компанией стояла задача перевести товары из Беларуси. Сегодня мы встречаем наш первый груз в установленные сроки в целости и сохранности. Благодарим компанию «Железные дороги Якутии» и Якутское контейнерное агентство. И в дальнейшем планируем наше взаимовыгодное сотрудничество. И, конечно же, наша компания в дальнейшем планирует расширять ассортимент. И все это для жителей нашей республики. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем освещать самые заметные события уходящей недели. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Якутии начал выдачу комплектов специализированной одежды для ветеранов СВО с инвалидностью. Предусмотрены 3 вида – летний, зимний и межсезонный для повседневной жизни, занятия спортом и активного отдыха. Каждый комплект шьется индивидуально с учетом физических особенностей ветеранов. На данный момент в филиал фонда поступило 28 заявок от бойцов, 5 из которых уже поступили комплекты одежды. Программа по выдаче спецодежды работает по всей России. От ветеранов с инвалидностью поступило уже более 700 заявок. Всего до конца года фонд планирует выдать 1000 комплектов. Удивлен, очень много разных видов одежды отправили, начиная от носков, трусов, футболка и даже комплект костюма отправили, классического. Все адаптировано под, скажем, для ограниченных. Очень удобные, качественные. Ну, будем попробовать, будем смотреть, что да как. Очень много отправили, очень большая сумка. Я не ожидал, я думал, минимальный какой-то комплект будет. Неравнодушные нерюнгринцы продолжают оказывать помощь участникам СВО. В разных точках города, на предприятиях, в штабах, квартирах кипит работа. Жители города плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, собирают средства для приобретения техники и даже готовят вкусные обеды. Вот сегодня с утра мы переработали, это идет у нас на борщи. В этой квартире по вечерам кипит работа. Здесь в свободное от работы время собираются инициативные жительницы города для того, чтобы приготовить сублимированные обеды, которые будут отправлены участникам специальной военной операции. Мы делали сначала только каши. Кашу, допустим, гречневую, рисовую, перловку, горох, мясо.
Все. Сейчас у нас мы делаем и солянку, котлеты, отбивные, блины, печеночные оладьи. Волонтерское объединение так и называется – «Обеды для победы». С каждым разом растет число неравнодушных нерюнгринцев, готовых оказать помощь тем, кто сейчас на передовой. Это и предприниматели, жители поселков, представители общественных организаций и местной власти. Сегодня мы принесли продукты, мы принесли сюда сегодня масло, овощи, все то необходимое, чтобы сделать домашние эти обеды насыщенные. Эту работу мы будем продолжать. Мы нашли контакт с Татьяной Михайловной, замечательная команда, мы будем ее поддерживать. Все для нашей общей победы. Спасибо большое за приглашение, будем работать. Помощь, которую оказывают нерюнгринцы участникам специальной военной операции, неоценима. В этом году волонтеры отправили почти 10 тысяч порций разнообразных обедов, в которые они вложили душу и настрой на победу. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. На этой неделе всей страной отмечали День государственного флага России. Жители Якутии, как и все россияне, присоединились к празднованию. На площади Дружбы прозвучали поздравительные речи, состоялся праздничный концерт, а также торжественно вручили медали бойцам СВО. Особое внимание уделили молодому поколению. Гражданам, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта. На площади Республики также прошла акция «Российский триколор», в рамках которой 200 человек развернули большой российский флаг размером 20 на 35 метров. Такой знаменательный день, я очень рада получить паспорт. Это большая честь для меня стать гражданином Российской Федерации. Я считаю себя патриотом моей страны. Я очень люблю свою страну и горжусь ей. Ой, это очень хороший, значимый праздник для всех жителей нашей России, нашей республики. Мы всех поздравляем с этим прекрасным праздником. Пусть наша Россия, наша Якутия развивается. Мы с организацией «Якутская городская больница номер 3» приняли активное участие в акции. Очень рады. Желаем всем всего доброго, всем здоровья. В этот прекрасный день пусть все будут счастливы. Ко Дню флага Российской Федерации в рамках подготовки к 390-летнему юбилею города в Алекминске прошло мероприятие, объединяющее людей идеей «Сила рода». Откуда пришел мой род, кто они были, много вопросов нашли ответы прямо в зале. И даже там совершенно случайно кто-то нашел фамилию своих предков в родословной еще вчера постороннего человека. История алекминчан давно перешагнула границы не только республики. По всей огромной и великой стране звучат фамилии, взявшие начало в маленьком городке на реке Лене. Еще немного, и здесь зазвучит музыка к Дню флага Российской Федерации. В городе Алекминске проходит концертная программа. Но наш рассказ сегодня о необычном мероприятии, которое прошло к этому же дню – «Сила рода». Сегодня у нас мероприятие «Культурная сила рода» назначено. И вот в рамках этого мероприятия организована выставка «Родословная Алекмы». Желающие алекминчане пришли, поучаствовали в этой выставке, но самой главной задачей нашего мероприятия является создание клуба «Родословная Алекмы». Кто-то возразит, причем тут флаг. На самом деле каждая фамилия и род – это не просто история жизни человека. Это огромное покрывало родов, которое накрывает всю Россию. Народ, не знающий и забывающий свою историю, обречен на уничтожение. Поэтому именно сейчас, в это сложное время, важно еще раз вернуться к своим истокам. Сегодня всех поздравляю с одним из главных государственных праздников – Днем флага Российской Федерации. Считывая свой родовой код, люди узнают, кем же были их прапрадедушки, бабушки, где же корни. Важно знать свои корни. Ой, это очень важно, потому что это не просто корни, это живые люди прежде всего, и их эмоции, их душевное состояние, их труды, это все откладывается на поколениях, это даже становится неотъемлемой частью жизни, потому что приходится очень часто даже равняться на них. Это были люди, которые очень много трудились в своей жизни, оставили большое наследство. От одной семьи к 200 человекам. И это только малая часть, попавшая и в Москву, и в Бурятию, и в страны бывшего СНГ. Великая территория родов. Я их практически всех, 80% я их всех знаю. И я свою племянницу тоже, начиная с 8 лет, когда ей исполнилось,
возила и в Бурятию, у нас бурятская семья есть, и в Красноярский край, и в Новосибирскую область, и в Москву, и везде возил, где живут наши родственники, знакомились с ними. И над всем этим гордо реет флаг России. Символ огромной семьи, связавшей рода в единую, крепкую страну. И даже на этом скромном, совсем не камерном мероприятии люди успели найти общее. Вчера чужие, сегодня все вместе, плечом к плечу. Елена Фаст, Алекминск. Узнать основы актерского мастерства, спеть со звездой или пообщаться с федеральным министром – все это было возможно на 4-м международном детском культурном форуме, который завершился в Москве. Мероприятие объединило 2000 талантливых ребят из разных регионов России и зарубежных стран. Они познакомились с мировыми достижениями в области культуры и искусства. На форум приехали и якутские школьники. Чем им запомнился этот грандиозный праздник, узнавал Максим Кардозо. Не только мечтать, но и воплощать мечты в жизнь помогает Международный детский культурный форум. Уже в 4-й раз он собирает тысячи талантливых ребят и дает им прокачать свои творческие умения. Участников ждут творческие мастер-классы, образовательные сессии, экскурсии, концерты и общение с известными деятелями культуры. В течение 3 дней ребята занимались по 8 направлениям. Это и кино, музыка, танцы, театр. Якутию на форуме представили 12 школьников из разных районов. Нам давали на выбор несколько цитат, и мы выбрали цитату «Тело танцора – это просто светящее проявление его души». Вот, и мы по этой цитате рисовали картину. Там силуэт балерины, и там есть душа, и по этой душе идут лучи. Я участвую в форуме по направлению живопись и музей и ИЗО. Мне очень нравится. Все ребята позитивные, дружелюбные, мероприятия классные, интересные. Один из концертов форума был посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Честь представить Якутию на главной сцене в этот вечер выпала Екатерине Романовой из Якутска. В днях мы так и не узнали, меж юностью и детством где черта. Нам в 43-м выдали медали, и только в 45-м паспорта. Она прочитала стихотворение Юрия Воронова про блокадный Ленинград. Там был отбор, получается, мы скидывали видео с выступлений и выбирали лучших чтецов. Впечатление мне очень понравилось, если честно, очень переживала, но, слава богу, все прошло хорошо. Культурный форум – это международная площадка. В Москву приехали дети из 17 стран. И это прекрасная возможность для школьников узнать о своих сверстниках, которые живут за тысячи километров, и познакомиться с традициями друг друга. Мы вчера очень хорошо подружились с белорусскими девочками. Они сами подошли к нам, и просто мы там были в национальных нарядах, и им было очень интересно, кто мы, откуда мы и чем занимаемся. Мне действительно нравится находиться здесь. Все люди прекрасные, все хорошо. И мне действительно понравилась Москва. Много стран встречается на этом форуме. Это большая площадка для представления культур, различий между странами. Я увидел богатую культуру России. Кстати, попасть на форум не так просто. Каждый участник проходил отбор и является призером или лауреатом различных творческих конкурсов и олимпиад. Я играю на баяне 6 лет. Вот сейчас 6 класс перехожу, мне 12. Я играю, потому что мне это очень нравится. Я хочу делиться этими эмоциями всеми, чтобы они тоже были счастливы, как я играю. Здесь собираются дети, они разносторонне развитые, они очень многогранные, они открытые, у них горят глаза. И когда ты это все видишь, есть к чему стремиться, есть такой потенциал в наших детках, да? И поэтому мы должны это развивать.
Организаторы уверены, что детский культурный форум помогает раскрывать творческий потенциал, а главное, дает толчок для дальнейшего развития и достижения новых побед и целей. Уруй, айхал! Уруй, айхал! Уруй, айхал! Айхал, айхал! Максим Кардозу, Айтал Байтунов. День за днем. Москва. К этому часу у меня все. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.